Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня, 10 декабря, в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, состоялось 4-е совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. Сегодня, 10 декабря, в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, состоялось 4-е совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В работе заседания приняли участие председатель Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмад Тоир Зокирзода, премьер-министр страны Кохи Расулзода, первый заместитель и заместители премьер-министра Республики Таджикистан, министры и председатели государственных комитетов Республики Таджикистан, помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочный представитель президента Республики Таджикистан Маджлиси Милли и Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатели Конституционного суда, Верховного суда и Высшего экономического суда, генеральный прокурор Республики Таджикистан, председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам, председатель Счетной палаты, директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией и председатель Национального банка Таджикистана. В начале заседания были приняты соответствующие решения о порядке работы, избрании секретариата и утверждении повестки дня. По предложению председателя комитета Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намайангон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям Фархода Рахими был утвержден порядок освещения работы заседания средствами массовой информации. Затем, согласно повестке дня совместного заседания, члены Маджлиси Милли и депутаты Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан приступили к рассмотрению вопросов. По вопросам повестки дня совместного заседания Маджлиси Милли и Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочный представитель президента Республики Таджикистан в Маджлиси Милли и Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зариф Ализода проинформировал об указах президента Республики Таджикистан об освобождении и назначении членов правительства Республики Таджикистан. Члены Маджлиси Милли и депутаты Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан единогласно проголосовали за утверждение указов президента Республики Таджикистан. Председатель Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустам Эмомали, поздравил премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода, его первого заместителя и заместителей министров и председателей государственных комитетов Республики Таджикистан, которые благодаря честному и добросовестному труду заслужили доверие основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, были назначены на высшие государственные ответственные посты, а также пожелал успехов в их дальнейшей деятельности. На этом 4-е совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намайангон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва завершило свою работу. Сегодня министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, прошедшем в режиме видеоконференции. В ходе заседания министры провели обстоятельный обмен мнениями по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества. С учетом пандемии COVID-19 главы делегаций акцентировали внимание на вопросах углубления многостороннего сотрудничества в СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в области безопасности. В своем выступлении Сироджидин Мухридин отметил, что текущий кризис привел к снижению темпов внутренней и внешней торговли, деловой активности, отразился на сотрудничестве в сферах инвестиций, туризма и транспорта, поставил под угрозу продовольственную безопасность государств-участников СНГ. В этой связи была подчеркнута актуальность принятия необходимых мер по адекватному совместному реагированию на возникшие вызовы и угрозы. С учетом объявления города Душанбе культурной столицей СНГ в 2021 году с улучшением эпидемиологической ситуации Таджикистан намерен провести в следующем году серию мероприятий с участием деятелей культуры и искусства, нацеленных на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного направления сотрудничества в рамках СНГ. По итогам заседания министры одобрили проекты 13 документов, которые будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ 18 декабря 2020 года. Начиная с 10 декабря 2020 года в стране будет полностью введена подача электроэнергии. Об этом говорится в обращении компании «Бархи Тоджик»
к славному народу страны. Дорогие соотечественники, доводим до вашего сведения, что в энергетических структурах страны завершены все ремонтные работы и контрольно-профилактические мероприятия, и начиная с 10 декабря 2020 года в стране будет полностью введено электроснабжение. В этом году из-за известной ситуации это действие было затянуто, что мы приносим свои извинения нашим уважаемым потребителям электроэнергии. Наши дорогие соотечественники прекрасно осведомлены о том, что за период независимости, особенно в последние годы, энергетика страны перетерпела множество изменений и преобразований. В первую очередь в результате особого внимания и непосредственной поддержки лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Оли Рахмона, построены и введены в эксплуатацию гидроэлектростанции Санктуда-1, Санктуда-2, второй теплоэнергетический центр Душанбе, 2 агрегата Арагонская ГЭС и десятки малых гидроэлектростанций. В настоящее время в соответствии с утвержденными планами проводится ремонт и реконструкция гидроэлектростанций Нурек, Кайракум и Сарбанд. Все это позволило с 14 января 2017 года полностью снять ограничения на подачу электроэнергии в стране. Следует отметить, что на сегодняшний день мы обеспечиваем потребности страны только собственной электроэнергией, что, конечно же, является результатом энергетической политики правительства Таджикистана. Вместе с тем, компания Barq Tojik призывает всех потребителей эффективно и рационально использовать каждый киловатт-час электричества, чтобы облегчить поставку электроэнергии по всей стране. Особенно в этом году, по наблюдениям и оценкам специалистов, объем наших водно-энергетических ресурсов весьма ограничен, а запасы снега в речном бассейне страны по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 44%. Водохранилище Нурекская ГЭС было полностью заполнено до конечной отметки 2 сентября 2020 года, но из-за сокращения воды в реке Вахш в последние месяцы и уменьшения ее ресурсов более чем в 2 метра по сравнению с предыдущими годами, а также в связи с прогнозами синоптиков о том, что предстоящая зима будет холодной, каждый гражданин страны должен добросовестно, рационально и ответственно подходить к вопросу потребления электроэнергии и не допускать ее перерасхода. Этот год был одним из самых жарких и засушливых в регионе, особенно в Таджикистане. В нашей стране 99% электроэнергии вырабатывается за счет воды, то есть снабжение населения электроэнергией и экономика непосредственно зависит от водных ресурсов. Еще раз напоминаем, что согласно прогнозу нынешняя зима будет холодной и продолжительной. Водных ресурсов достаточно до конца зимы. Но если мы хотим преодолеть зиму без проблем, то есть для того, чтобы отпала необходимость введения ограничений на подачу электроэнергии, мы должны уделять самое серьезное и первостепенное внимание бережному, рациональному и целенаправленному использованию электроэнергии в каждой семье, организации, учреждения, на предприятиях и производственных объектах, независимо от форм собственности. Доводим до сведения жителей страны, что компания Barq Tojik никогда не была сторонником ограничения подачи электроэнергии и оставления людей без электричества. Высшее руководство страны также постоянно стремится полностью обеспечить население электроэнергией. В этой связи в послании лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Оли Рахмона, было особо подчеркнуто: энергопотребителям и всем жителям необходимо приложить все усилия для снижения потерь электроэнергии и ее рационального использования, в том числе за счет широкого использования энергосберегающих технологий. Только в этом случае мы сможем в ближайшие годы достичь энергетической независимости. В связи с этим еще раз напоминаем, что только экономное и рациональное использование электроэнергии каждой семье, всеми организациями и учреждениями может гарантировать, что мы преодолеем эту зиму без каких-либо ограничений. В Сагдийской области отрасль животноводства стремительно развивается. С целью презентации достижения отрасли животноводства, повышения качества поголовья, заинтересованности хозяйств и населения в развитии животноводства в Сагдийской области был проведен фестиваль чистопородного скота. Об этом в нашем следующем сюжете. Животноводство – наиболее древний промысел человечества и в наши дни является важным сектором экономики, который, относясь к отрасли сельского хозяйства, поставляет сырье для легкой и пищевой промышленности, а также для фармакологии. С целью презентации достижений отрасли животноводства, повышения качества поголовья, заинтересованности хозяйства и населения в развитии животноводства в Сагдийской области был проведен фестиваль чистопородного скота. Отметим, что по состоянию на начало ноября во всех хозяйствах Сагдийской области поголовье крупного рогатого скота достигло более 667 тысяч голов, мелкого рогатого скота – 1,6 миллиона голов, птиц – 5 миллионов, лошадей – 8472. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,8 тысяч голов, мелкого рогатого скота
скота на 16 тысяч, птиц на 1,2 миллиона и лошадей на 77. Для реализации устойчивого развития животноводства и содействия обеспечению населения качественной и конкурентоспособной отечественной продукцией правительством Республики Таджикистан принята комплексная программа развития животноводства в Республике Таджикистан на 2018-2022 годы, которая способствует увеличению поголовья и производства продукции, обеспечению населения мясом и молоком и внедрению импортозамещающей продукции. В области принимаются необходимые меры для обеспечения реализации комплексной программы развития животноводства в Республике Таджикистан на 2018-2022 годы, строительство и реконструкции животноводческих ферм, птицефабрик, рыбоводных водоемов, а также для развития пчеловодства и яководства. В результате принятия необходимых мер в области за 10 месяцев текущего года обеспечено увеличение поголовья скота и птицы, а также производство продукции животноводства. За этот период в сфере животноводства произведено 38,7 тысяч тонн мяса, 210 тысяч тонн молока, около 488 миллионов яиц, более 1546 тонн шерсти, 1388 тонн меда и 524 тонны мяса рыбы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 5388 тонн мяса, 3495 тонн молока, 146,7 миллиона яиц, 33 тонны шерсти, 19 тонн меда и 327 тонн рыбы. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, новости. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.